Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... В парке тюркской истории в муниципалитете Этемизгут города Анкара состоялось торжественное открытие памятника первому председателю Совета народных комиссаров Киргизской АССР Джусупу Абдрахманову. Посол Кубанычбек Умуралиев и мэр муниципалитета Этемизгут Энвер Демирель возложили цветы к памятнику и почтили память основателя кыргызской государственности. В парке тюркской истории наряду с памятником Джусупу Абдрахманову установлены памятники основателям тюркоязычных государств Ататюрку, Расулзаде Назарбаеву, Каримову, Бердымухамедову и Денгташу. Парк тюркской истории был открыт 29 августа 2021 года. В нем установлены памятники основателям тюркоязычных государств, а также известным представителям тюркоязычного мира, таким как Айтматов, Махтум Кули, Кунанбаев и тюркским каганам. Всего в парке установлено 206 памятников. Кыргызстанская спортсменка Айсулу Тыныбекова на чемпионате мира по борьбе в городе Осло, Норвегия, победила в финале американскую спортсменку со счетом 7-0. В первую очередь я доказала себе, что смогу стать двукратной чемпионкой мира. После проигрыша на Олимпиаде я не смогла полностью подготовиться, и с такой подготовкой я смогла вырвать победу. Это большая честь. Последний поединок прошел менее тяжело, чем предыдущие схватки. Вчера первые и вторые схватки были для меня очень тяжелыми. Можно сказать, на последних моментах вырывала победу, сказала Тыныбекова, выступая перед журналистами. Она отметила, что с данной американской спортсменкой до этого она встречалась на международном турнире в Италии и знала, как она борется. «Я сделала все, что сказал тренер», добавила она. До этого была одна чемпионка мира, это была я, но на сегодняшний день стала двукратной чемпионкой мира. Конечно, это меня радует, тем более после Олимпийских игр, после проигрыша я не смогла полностью подготовиться, и на такой подготовке я смогла вырвать победу. Для меня это очень большая честь. Из всех поединков этого чемпионата мира финальная схватка для меня прошла, можно сказать, менее тяжелой, чем по сравнению с вчерашним днем. Вчера первые, вторые три схватки для меня были очень тяжелыми. Можно сказать, я на последних секундах вырвала победу. Но сегодня я с представительницей с Америки, до этого я встречалась на международном турнире в Италии. И я знаю, как она борется. И по этой же технике, и так как мой тренер поставил мне задачу, я просто вышла и выполняла то, что он мне говорил. Ну, конечно, в Казахстане это первое. Для меня это, можно сказать, я даже боялась мечтать об этом. Когда-нибудь я стану ли я чемпионкой мира. Но 2019 года я смогла это достичь. И для меня целый месяц я боялась, неужели это я стала чемпионкой мира. И каждый день я, просыпаясь, я видела свой пояс, свою медаль. Только потрогав, я осознавала то, что я действительно стала чемпионкой мира. Но на сегодняшний день моя подготовка, я скажу, это ужасная была, это с моей стороны, вся подготовка с моей стороны. И мой тренер, те, кто были со мной рядом, все это видели. И даже когда я вчера боролась, тренер, зная меня, в какой я форме, он всегда меня поддерживает. И сегодня тоже поддержал. Можно сказать, я за счет характера я боролась. А по подготовке я ничего не могу сказать, потому что я в ужасной форме. После Олимпийских игр я практически месяц не тренировалась. Второе, я вчера опять же сказала, что каждый достигнутый результат мною, в первую очередь, я доказываю себе. И сегодня я тоже вписала для себя историю, став двукратной чемпионкой мира. А также история продолжается нашей страны.
До сегодняшнего дня не была двукратной чемпионкой мира, но на сегодняшний день я смогла стать двукратной чемпионкой мира. Для меня это тоже честь поднимать свой флаг, выходить от имени своей страны. Я очень горда, что мне выпала такая возможность выступать от имени Кыргызстана. Мне не было сложно. Я научилась на протяжении многих лет, принять и отпускать. Серебро, конечно, это для меня в первую очередь это было очень печально, но я смирилась, я приняла это серебряную медаль выше золота, так как мои болельщики, а также все кыргызстанцы со всего мира с такой теплой любовью поддержали меня. И благодаря этому я по сей день продолжаю бороться. Я для себя вывод сделала. Сегодня я стала чемпионкой мира, а с завтрашнего дня уже начинается другой этап моей жизни, другие цели, другие планы. И после проигрыша в 2016 году, который проходились Олимпийские игры в городе Рио, я 6 месяцев не могла отпустить этот проигрыш. Когда я проиграла за бронзу, для меня это было очень тяжело. Я впала в депрессию, и для меня было очень сложно отпускать. И с тяжестью жить для меня тоже было очень тяжело. И поэтому я научилась на протяжении, можно сказать, 5 лет принять и отпустить. И после Олимпийских игр я тот же день оставила свою завоеванную медаль там же. Все эти, можно сказать, эмоции, радости, печали я там же оставила. А сегодня я иду, уже начиная, вот награждение закончится, и я буду планировать другие планы, другие цели, будем двигаться дальше к играм, которые пройдут в Париже. Но я хочу также сказать спасибо большое, но все мы должны не забывать то, что мы девушки, а на ковре мы всего лишь боремся. Я также хочу отметить то, что это наша жизнь, это борьба. Суть в том, что мы каждый день, каждый человек по-своему, каждый день борется в своей жизни. А я всего лишь борюсь на ковре, где есть правила, судьи. И то, что у меня хранится внутри, может быть, через борьбу, через характер я показываю, достигаю результатов. А то, что мы девушки, мы никогда не должны забывать об этом. Спасибо большое. Нет, я хочу всем сказать, что в спорте, допустим, я борюсь именно с девушками, а не мужчинами. Мужчины отдельно борются с мужчинами, а это женская борьба. И я не согласна с тем, что борьба это только вид борьбы, только для мужчин. Я с этим не согласна. Борьба это все мы в жизни боремся по-своему. А я тоже вот в качестве девушки борюсь именно в женской борьбе. Мне выпала такая возможность выступать от имени кыргызстанцев, от своего страны Кыргызстана. Спасибо. Спасибо большое.
Öncelikle tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Trabzon Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Объединение ремесленников города Трабзон создано в целях сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел региона для эффективной реализации мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере ремесел и народных художественных промыслов. У нас 49 профессиональных палат, членство в которых принимает 26 тысяч мастеров. Наша цель – защищать права и законные интересы своих членов в государственных органах, судах и иных организациях в порядке, предусмотренном законодательством Турции, международными соглашениями, регламентами судов. Знаете, что Трабзон – столица Черноморского побережья? Трабзон находится на побережье Черного моря на северо-востоке Турции, расположен на историческом маршруте шелкового пути недалеко от гор Зигана. Это второй по величине город в Черноморском регионе и одна из крупнейших провинций Турции. Экономически Трабзон зависит от нескольких секторов, наиболее важным из которых является морской, так как здесь находится самый важный сельский порт в Черном море, известный как порт Трабзон. Также зависит от швейной и табачной промышленности и производства ряда сельскохозяйственных культур, некоторые из которых экспортируют в европейские страны, а также от производства меди, серебра и железа. Туристическая ценность нашего города, известного своей историей, социальным и культурным наследием, заключается в очаровательных туристических достопримечательностях и его великолепной природе, что делает его одним из самых привлекательных городов для посетителей со всего мира. Богатые города всегда важны в сфере недвижимости, особенно такие, как Трабзон, богатые историей цивилизации. Уникальный город, куда туристы приезжают, чтобы насладиться прекрасным климатом и природой. Туристов привлекает сюда многообразие магазинов одежды нашего производства. Все они отличаются привлекательным уровнем цен. Здесь есть магазины и известных европейских брендов, а еще работают павильоны с ювелирными изделиями и часами. Для приобретения практик сувениров будет интересно заглянуть в магазины, которые продают товары для дома, а еще туристам стоит обратить внимание на обувные магазины известных турецких марок. На поиски сувениров туристы отправятся на рынок Авразия-Пазары. Несмотря на то, что значительную часть его посетителей составляют местные жители, туристы для себя здесь могут найти много всего интересного, особенно изделия наших ремесленников. Очень популярным сувенирным магазином является Сонья Бакырджидык. В нем всегда представлен большой выбор ремесленных товаров. Столица Кыргызстана, Бишкек и наш город Трабзон являются городами-побратимами. Соответствующий протокол об установлении побратимских связей между двумя городами был подписан 6 лет тому назад, 3 марта 2014 года, в рамках 6-го Курултая по инженерии, архитектуре и градостроительству стран тюркского мира в Бишкеке. Пользуясь случаем, хотим передать привет и сердечные пожелания через вашу программу «Мост дружбы» кыргызстанцам.
Разбег, прыжок, удар, восторженные крики болельщиков команды, негодование болельщиков-оппонентов команды, ликование победителей, расстроенные лица проигравшей команды. Но в целом царит атмосфера дружелюбия, веселья и удовольствия от игры. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Но волейбол! Но волейбол! Но волейбол! Пол! 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 Более 400 женщин, матерей разделились на команды и провели матчи в 4 залах Бишкека. Давайте еще раз поздравим команду Лима, нашу гордость. Молодцы! Вы победители только за то, что вы участвовали в этом чемпионате. Молодцы! Их всех объединяет общее хобби. Проходит очередной турнир Лиги матерей по волейболу. Биздин чоң майрамыбыз менен мен баарыңыздарды жалпы куттуктайм чын жүрөктөн. Себеби бүгүн волейболдун туулган күнү экен. Ушундай болуп калды. Сегодня день рождения волейбола. Баарыңыздарды мен көп сүйлөбөйүн, көп убакыт албайын. Баарыңыздарга бүгүн жакшы маанай каалайм, жакшы оюн каалайм. Ушул жерден жакшы большое удовольствие получить я вам желаю от игры, дорогие девочки. Очень рада была вас видеть. Всем хорошей, успешной, красивой игры. И самое главное, поддерживать наш девиз «Мамы за здоровье будущего». Урматтуу энелер, куш келипсиздер, урматтуу конуктор. Менин да бүгүнкү сөзүм кыска. Себеби бүгүнкү күндө волейболдун кадыры, кызыгуусу өсүп, Кыргызстанда бардык спортторду басып өттү дейт. Футболдон да өтүп кеттир. Анын доказательствосы биздин арабызда татынакай сулуу суйкаган конокторубуз турат. Бул Кыргыз Республикасынын 10 жолку чемпиондору, 5 жолу пляждык чемпиондор, акыркы Азия зональный играсындагы коло медалын алган биздин Салам алейк командасы. Бул жерде биздин ушул команданын тренери Абдылхамид агай бар. Агайга чоң рахмат. Биздин кыздарыбызга өтө чоң рахмат. Биз перерывда сүйлөшсөк, бизге сонун сөздөрдү айтышты. Эжекелер рахмат силерге деп, аябай уялып атышат, тартынып атышат. Ошондой болсо дагы мен аябай сурандым, бизге энелерге бир ооз сөз айтып койгула деп. Ушул кыздардын капитаны Кадырова Айдайга сөз берсек. Уважаемый оргкомитет, уважаемые мамы, поздравляю вас с открытием этого турнира. Мы очень горды, что здесь находимся. Удачи вам! Поздравляем! Поздравляем! Дочь играет, мама играет. Это значит, это показатель преемственности поколений. Да? Замира, капитан команды Лима, Джороева Чопон, Акматалиева Нургуль, Абдумилинова Гульхан, Тулемишева Джилдыз, Энгров Мария, Канапиева Айгуль и Ибраимова Замира. Давайте еще раз поздравим команду Лима, нашу гордость.
Sınava men aytpayman biyiktegi yıldızmın dep. Men jönele yaşap kelem kırgızmın dep. Kaysı jerden balasın dep surava. Kanday elden ekenimdi sınava. Men aytpayman biyiktegi yıldızmın dep. Men jönele yaşap kırgızmın dep. Всем желаем удачных, красивых игр. Главная ваша победа – это крепкое здоровье! Матери, жены, а главное женщины забыли на сегодняшний день все свои земные дела, чтобы получить удовольствие от встречи с подругами, от игры, от эмоций, получаемых от волейбола. Представляете какую лигу? Мы представляем Лигу матерей, поэтому и команда у нас Лига матерей. Мы в этом году участвуем уже второй раз. В прошлом году у нас было участие очень такое спонтанное. В этом году мы подготовились и набрали сильных игроков со всей лиги. И мы вот выставились с этим составом на этот раз. Это охватывает республику ваша команда? Наша команда охватывает пока только Бишкек. Это в связи с чем связано? Потому что иногородним придется где-то размещаться, жить. И поэтому у нас пока не получается охватывать всю республику. Но мы на будущее планируем, чтобы к нам приезжали с регионов и участвовали в сборной Лиги матерей. Так, сколько команд у вас по регионам? Вообще в Лиге матерей у нас по Бишкеку 45 команд. А по южному региону у нас 35-40 команд. Ну, в общем, приблизительно 80. Нет, у нас еще, приблизительно 90. По северу еще у нас команд 20 тоже есть. Ну, 90-95 команд. Так вы между собой тоже проводите мероприятия? Мы каждый в своем регионе, центральный регион, южный, северный, мы проводим каждый у себя на регионах 3-4 раза в год. И потом мы выходим на республиканский чемпионат. Возраст какие женщины?
У нас есть два крыла. Молодежное крыло там от 30 до 40 лет и старшее крыло от 40 лет и выше. Есть опытные профессиональные? Конечно, мы их тоже привлекаем. Конечно, немного ограничиваем по количеству человек, но мы их тоже, естественно, тоже привлекаем. Потому что мастерство будет повышаться у нас. Как думаете, в этом году результат какого будет? Мы планируем хотя бы занять первую тройку. 30, да? Да, первую тройку. В Кыргызстане официально создана новая лига – волейбольная лига матерей. Основателями являются Замира Тентимишева, Барчин Аманова и Рахат Эгимбердиева. Данная лига существует уже с 2016 года. По всей республике на сегодняшний день в Лиге матерей играют более 80 команд с охватом около 1000 представительниц прекрасного пола. Очень важно, что при всей загруженности женщины могут находить время для волейбола. В лиге есть мамы, у которых 7, 8 и даже 9 детей. Дамы бальзаковского возраста стали волейболистками случайно. Любовь женщин к волейболу проявилась такой силой, что они на собственные средства стали арендовать для проведения тренировок школьные залы, купили форму, а некоторые особо продвинутые дружины даже стали оплачивать специалистам занятия по волейболу. Я играла в волейбол и никак не могла себе представить, что и в зрелые годы я продолжу свое любимое занятие. В самом начале было 6 команд. Сегодня объединяет нашу Лигу матерей около 90 команд с охватом более 1000 милых дам, которые любят спорт, которые играют в волейбол. Наша игра приносит нам огромное удовольствие, большую радость. Мы на какое-то время отвлекаемся от основной своей работы, от домашних хлопот и прочих обязанностей. Волейбол – это занятие спортом, да, это общение. Оно прежде всего нас заряжает позитивом. Занимаясь спортом, мы улучшаем свое здоровье. Наш большой коллектив благодаря спорту сплотился в дружную, единую организацию, как Лига матерей. Мы очень часто встречаемся, собираемся на играх в виде турниров, и где мы не только играем в волейбол, мы еще организовываем досуг. Например, коллективно отдыхаем на Иссык-Куле, обмениваемся опытом по многим жизненным вопросам. Есть случаи такие, как дети наших игроков выходят замуж или женятся друг на друге. То есть создаются очень близкие, родственные отношения, чему мы бесконечно рады. Так получилось, что волейбол в моей жизни имеет первостепенное значение. Это меня очень дисциплинирует, заряжает энергией. Поначалу в лиге было 6 команд. Женщины всю неделю упорно тренировались, а в выходные организовывали турниры. Мужья по-разному относились к увлечению жен волейболом. Мужчины с пониманием относятся к активному увлечению своих жен и не перечат своим половинкам, даже поддерживают их. Но были и те, кто поначалу не принимал столь сильное рвение своих жен к волейболу. Не обходилось без скандалов. Все той женщины-волейболистки, как могли, успокаивали своих ретивых суженых. Я очень благодарна своей семье, детям, мужу, которые меня постоянно поддерживают, оказывают помощь мне, относятся с большим пониманием. Пользуясь случаем, хочется отметить тех людей, которые с самого начала вдохновляют нас, помогают нам добиваться таких хороших успехов. Особая благодарность тем людям, которые помогают и помогали морально, материально в самом начале становления нашей организации и в настоящее время. Мамочки под крыло Федерации волейбола Кыргызстана не просились. Сами тренировались и успешно проводили турниры. Но от помощи властей, конечно, не отказывались. Федерация и судей толковых даст, на соревнования и с призами посодействует, а может и за границу отправит на матчи с ровесницами, решили руководители лиги.
Наша мечта, да и наша цель в будущем выйти на международную арену, тем самым поднять статус женщин Кыргызстана. Первые шаги организации турнира были совершенно нелегкими. Ни у кого из троих женщин-организаторов не было необходимого опыта. Но, несмотря на трудности, все получилось отлично. Они этим турниром положили начало развитию волейбола в Кыргызстане среди матерей. Как и многочисленные женщины, помимо своей жизни, своей работы, своей семьи, всегда было огромное желание заниматься спортом. Так получилось, что в школьные годы, университетские годы я играла в волейбол, и поскольку дети были маленькие, семья была еще, не было возможности играть. Но по истечению времени я нашла себе единомышленников, подруг. Когда у меня сын учился в школе, мы договорились с девочкой и начали между собой играть в волейбол. И это увлечение переросло в нечто более интересное, потому что мы видели, что очень много желающих играть в волейбол. И оттуда потихоньку вытекла Лига матерей. Почему матерей? Оказалось, что наши дети дружат, учатся вместе. И поэтому простое увлечение, простое хобби нашло вот такие вот отклики, поддержку. И нас в данный момент поддерживает очень много команд, очень много заинтересованных женщин. Каждая женщина должна заниматься спортом, потому что спорт – это прежде всего здоровье, это энергия, это молодость, это красота. Только увлеченная женщина спортом, она может похвастаться хорошим настроением, может завести новых друзей, подруг. И так получилось, что женщины абсолютно разных сфер, мы на данный момент нас объединяет именно спорт, именно волейбол. Поэтому я, конечно, призываю всех заниматься не только волейболом, но и другими видами спорта. Давайте объединяться, давайте поддерживать друг друга. Так как управлять таким количеством команд 3 хрупким женщинам стало нелегко, было принято решение пригласить добровольцев в целях расширения состава организационного комитета. Было очень приятно, когда отозвалась группа из 5 человек, куда входили капитаны сильных команд Анара, Эркаим, Саадат, Тамара и Зейнеп. Таким образом, был увеличен состав организационного комитета. Вместе с этим, после равномерного распределения функциональных обязанностей, ноша организаторов изрядно облегчилась. У нас, как принято, политикой, большими делами заняты мужчины. Так пусть они и дальше занимаются. А мы, мамы, женщины, сестры, давайте будем объединяться, будем дружить, давайте свои энергии тратить на спорт. И отсюда, объединяя наши усилия, давайте объединять страны друг с другом. Может быть, нас увидят какие-то большие международные организации, может быть, ООН нас увидит. И мы дальше готовы развивать, поддержать других женщин из других стран. А руководители волейбольной лиги матерей теперь мечтают провести в Турции, Казахстане и Узбекистане матч дружбы с турецкими, казахскими и узбекскими волейболистками-любительницами. Волейбол не только укрепляет здоровье, но и многие нашли здесь настоящих подруг. Круг общения увеличился в разы. Волейбол – это стимул жить. Все женщины, матери сердечно благодарят за инициативу 3 девушек – Рахат, Барчин и Замиру, которые положили начало развитию нового веяния в волейболе. Масштабы большие стали. Мы-то начинали только в нашем городе, в городе Бишкек, а теперь охватываем всю страну. Все регионы, практически все. Нету такого, чтобы в каком-то регионе не играли. И сейчас я вижу нас играющими уже не только у нас в стране, но и в ближнем зарубежье, в дальнем зарубежье. Интересно сейчас, что у нас происходит, знаете, вот какой-то другой уровень. Именно уровень общения. Тут границы расширяются.
И я бы уже не ставила у нас во главу угла наши игры, да, а тут уже грандиозное что-то, действительно во что-то это выливается. Я это чувствую. Честно сказать, игры у нас уже, ну, лично для нас, организаторов, немножечко на второй план отходят. Больше организаторства у нас, больше вот какие-то идеи приходят, мы их воплощаем в жизнь. Да, сначала были рабочие моменты, только турниры, игры, да? А сейчас вот уже как-то мы организовались уже в общественный фонд. Мы называемся «Лига матерей». И это ко многому обязывает. Мне кажется, даже это, если мы организуем Лигу матерей международного масштаба, я не удивлюсь, к этому все и идет. Среди нас есть любители волейбола, которые и уезжают в Казахстан, в соседний, вот с Таджикистаном сейчас мы налаживаем, да, контакты, в Турцию, сколько наших же женщин, наших мам повыезжало. Вот они же говорят: девчонки, давайте мы здесь также вас встретим, приезжайте. Здесь, конечно, такого нету у нас, где они сейчас находятся, но мне кажется, это дело времени. Потому что практика показывает, мы-то играли раньше, в детстве, в юности, да, и сейчас как бы продолжаем. А сколько женщин приходят и играют сейчас с нуля, начинают и любят это, с таким огоньком в глазах они это играют и говорят: как хорошо, девочки, что вы организовали это, что я нашла себя в этой игре. Через мяч я вернулась к жизни, через игру я почувствовала вкус жизни. Вы знаете, это дорогого стоит. Когда слышишь такие слова, мы действительно чувствуем, что мы делаем нужное дело. Поэтому все-таки цель не только играть. Это я знаю точно. Тут большее что-то, тут какая-то миссия стоит за этим. Еще не знаю, как это все выльется, во что это, как это произойдет, но я это чувствую всем сердцем. Меня в этом моем увлечении поддерживает мой любимый муж. Он сам играет в волейбол. Мы неоднократно совместно с отцами, да, скажем так, тоже организовывали турниры. Большое спасибо тем людям, которые нас поддерживают, понимают. Это прежде всего наши родные, близкие, наши дети, которые понимают, да, что мама занимается любимым увлечением, у нее любимое хобби. Да? Большое спасибо нашим мужьям, которые поддерживают и уже сами отправляют нас на тренировки или на игры, да, какие-то. Но я думаю, наша Лига матерей в этом отношение в дальнейшем будет развиваться, укрепляться. Мы хотим наладить мосты дружбы. Как сказала женщина, она судья из Алматы, Людмила Ким, она так и сказала: да вы что, вы хотите наладить наши старые дружеские отношения. Давайте, девчонки, приезжайте к нам в Алматы, мы вас встретим. У нас, конечно, нету таких вот, чтобы женщины играли за 40, за 50, но я думаю, это тоже вопрос времени. Поэтому у нас уже первые заделы есть, и мы поедем и в Алматы, мы поедем и в Ташкент, и в Ашхабад. Вот сейчас у нас есть кое-какие контакты. Мы бы хотели, чтобы это все действительно переросло в мосты дружбы. И я думаю, иншаллах, так и будет. За эти 4 года волейбол стал очень популярной игрой среди населения. На сегодняшний день в республике насчитывается более 80 команд. Еще спортсменки мечтают, чтобы в их объединении было не 80, а 140 команд. Тогда все женщины будут здоровы и энергичны, считают они.